Может ли быть так, чтобы в одном и том же месте невероятным образом сошлись первозданная природа, кристальная вода, современная инфраструктура и умопомрачительная еда, и при этом невысокие цены? Не верите? Ну что ж, сегодня вы в этом убедитесь. Добро пожаловать на Тенерифе! Сегодня мы с вами будем исследовать восхитительно красивые Канарские острова. А если точнее, то самый главный остров архипелага – Тенерифе. И я постаралась создать для вас самый полный, самый подробный и, конечно же, самый полезный обзор острова. Сегодня вы узнаете буквально все, что нужно знать туристу, чтобы спланировать свой отдых на Тенерифе. Мы познакомимся с островом. Выберем оптимальный город для проживания, разберемся, как удобнее всего перемещаться и сколько все это удовольствие стоит. А еще я покажу вам лучшие пляжи острова, развлекательные парки, подводные пещеры, естественные океанические бассейны и еще парочку интересных крутых достопримечательностей. Блин, да кого я обманываю? Достопримечательностей сегодня будет так много, что вы просто офигеете от того, насколько красив и разнообразен этот остров. Для понимания просто взгляните на эту малюсенькую карту, которую я подготовила по Тенерифе. И это ведь я отметила только самые интересные локации. Но на самом деле красот на острове намного-много больше. Не уверена, что вы успеете все их посетить во время путешествия, а значит, вам скорее всего придется выбирать, какие стоит посетить в этот раз, а какие оставить на следующую поездку. И чтобы помочь вам сделать этот выбор, я подготовила список из 10 развлечений, которые обязательно должен попробовать турист, находясь на острове. В общем, массив локаций в этом видео будет более чем обширный, поэтому можете ставить видео на паузу и переписывать себе в блокнотик все это обилие достопримечательностей. Да нет, шучу, конечно. В описании к видео вы найдете ссылку на Google карту, где я уже отметила самые интересные места на острове. А еще там найдутся тайм-коды, чтобы вы могли в любой момент быстро перепрыгнуть к интересующей достопримечательности, если какой-то раздел видео покажется вам неинтересным. Ну а на конец видео я по традиции оставила небольшой гастротур, где мы посетим самые вкусные и оригинальные рестораны Тенерифе. Но прежде чем мы окунемся в этот вкуснющий гастрономический вояж, обязательно подпишитесь на канал, а я пока расскажу вам об острове. Тенерифе – это самый крупный, самый интересный и самый густонаселенный остров среди всех островов Канарского архипелага. Юридически Канары – это часть Испании, но географически это все же скорее Африка, чем Европа. До материковой Испании отсюда 1300 километров, которые вы преодолеете во время 4-часового перелета. А вот до Африки от острова и вовсе рукой подать – менее 300 километров. А что это нам дает? А дает это нам просто потрясающие туристические возможности. Прилетая на Тенерифе из Евросоюза, вы не проходите паспортный контроль, не меняете валюту или сим-карту. Юридически вы остаетесь в Европе, получаете европейский сервис и безопасность, но при этом перемещаетесь намного ближе к экватору, благодаря чему климат становится намного теплее и интереснее, чем на материке.
Канарские острова находятся на той же широте, что и знакомый для туристов Шарм-эль-Шейх. Поэтому, как и там, погода здесь благоприятная для посещения в любое время года, даже зимой. Вот только в отличие от Египта, на Канарских островах не бывает по-настоящему жарких деньков. Тенерифе не зря называют островом вечной весны. Других времен года здесь, по сути, и не бывает. Когда в Европу приходит холодная зима, средняя температура на Канарах будет порядка плюс 20 градусов. А когда Испания начинает сгорать от летнего зноя, на Канарах устанавливается приятное тепло – плюс 25. И на самом деле это прям настоящая киллер-фича Тенерифе. Нет никакого смысла подстраивать свой отпуск под конкретный сезон. Остров будет рад подарить вам потрясающий отдых абсолютно в любое время года. Забываешь просто, если нет атрибутика, забываешь, что это новогодние праздники все еще. Сам по себе Тенерифе не очень большой остров. Его габариты составляют примерно 50 на 80 километров. На машине объехать его по кругу можно всего за пару часов. Казалось бы, при таких размерах климат в каждом уголке должен быть плюс-минус одинаковый. Но нет. Ученые выделяют на Тенерифе целых 10 различных климатических зон, а особо рьяно и вовсе насчитали их аж 28 штук. Но такое точное деление нам не нужно. Для упрощения туристу проще всего поделить остров на условные две части – север и юг. Погода на них действительно сильно отличается, а причина тому – настоящий древний вулкан. Тенерифе – остров вулканического происхождения, и самый главный из этих вулканов – Тейде, который возвышается по центру острова на высоту почти 4 километров. Если взглянуть на климатическую карту острова, то станет ясно, что ветра обдувают его с севера на юг, благодаря чему столь редкие в данном регионе тучи задерживаются горной грядой на севере острова, практически не доходя до южного побережья. Поэтому на юге острова погода, как правило, всегда на пару градусов теплее, чем на севере. По сути, мелочь, но на самом деле вся соль вовсе не в температуре, а во влажности. Львиная доля осадков выпадает именно на севере острова, а это означает, что с одной стороны природа здесь куда более зеленая и интересная, а с другой стороны, во время отдыха на северной части острова высока вероятность, что загорать вы будете под легким весенним дождиком. В общем, как вы уже догадались, две половинки острова действительно сильно разнятся между собой, а потому для них даже построили два разных аэропорта – Тенерифе Южный и Тенерифе Северный. Но я бы не стала особо заморачиваться с поиском билетов поближе к своему отелю. Остров небольшой, поэтому добраться в отель будет не проблема с любого из этих аэропортов. И похоже, пришла пора обсудить вопрос, где же лучше выбрать отель, посещая Тенерифе. Правда, в этом вопросе мне будет достаточно сложно дать однозначный совет, поэтому давайте кратенько разберем каждый из вариантов. Если вы планируете активно исследовать остров при помощи общественного транспорта, то неплохим решением будет оселиться на севере в одном из крупных городов. Таких здесь найдется аж два. Это Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе. Есть на острове, конечно, и много других небольших городков, но я бы не советовала выбирать их для проживания. У них своя интересная атмосфера, и мы обязательно заглянем сюда на прогулку. Но, как по мне, то они больше подходят для экскурсионного визита. А вот для долгого проживания лучше все же выбрать населенный пункт побольше. Пуэрто-де-ла-Крус в прошлом небольшой рыбацкий поселок. Сейчас же это звезда туристического бизнеса Севера. Тут найдется немало старинной архитектуры, черные пляжи с вулканическим песком, а также несколько крутых достопримечательностей. Санта-Крус-де-Тенерифе – это самый крупный город острова и по совместительству столица всех Канарских островов.
В столице найдется большой порт, аэропорт, торговые центры, парочку неплохих парков и большой автовокзал. Поэтому в качестве логистического центра для поездок выбор столицы будет неплохим решением. Ну а если активное исследование острова не для вас и вы просто хотите поваляться на песочке, да еще в компании детей, то логичным выбором будет присмотреть отель на юге острова. Здесь находится 3 больших курортных города, которые в наши дни буквально срослись в одну общую агломерацию. Это Лос-Кристианос, Лас-Америкас и Коста-Адехе. И выбрать между ними не слишком сложно. Города сильно отличаются по ценовому диапазону, поэтому выбирать стоит исходя из вашего бюджета. Золотая середина троицы – это Лас-Америкас. Курорт наследует стиль американских прибрежных городов. Здесь отлично развита инфраструктура, множество магазинов, баров и ресторанов, а также чистые ухоженные пляжи. Подобрать отель любого класса в Лас-Америкас не проблема, а вечерние прогулки по городу доставят вам незабываемые эмоции. Если молодежный ритм Лас-Америкас вам не по душе, то присмотритесь к расположенному рядом городку Коста-Адехе. Это самый элитный регион Тенерифе. Здесь припрятан самый красивый жилищный фонд, самые дорогие магазины и самые лучшие пляжи острова. В общем, если у вас в рюкзаке вдруг случайно завалялась безлимитная карта, то я бы однозначно порекомендовала вам поселиться именно здесь. Ну а третий представитель Южной Троицы – это городок Лос-Кристианос. И его роль среди местных городков можно понять прямо из его названия. Во времена становления туристической отрасли Канар нужно было где-то селить весь тот персонал, который обслуживал элитные отели Лас-Америкас и Коста-Адехе. Так и сформировался самый недорогой южный город Тенерифе, в котором, собственно, я и оселилась. Но не стоит думать, что Лос-Кристианос – это совсем уж лоу-кост поселок. Недорогим он покажется лишь относительно более роскошных соседей. Но по сравнению с севером тут все еще достаточно дорого. Если Лас-Америкас – это веселый, энергичный курорт, Коста-Адехе – люксовый и дорогой, то Лос-Кристианос – это про более аутентичный и спокойный отдых. Здесь нет роскошных колонн и статуй, но зато найдутся уютные домики в колониальном стиле, атмосферные рестораны и неплохая набережная. Как по мне, то атмосфера этого городка более подходит для спокойного отдыха без шумных развлечений и вечеринок. А еще курорт может похвастаться достаточно внушительным портом, куда прибывают паромы и туристические корабли. Поэтому в Лос-Кристианос найдется немало кораблей и яхт для прогулок вдоль побережья Тенерифе и соседних островов. Но про прогулки мы пообщаемся чуточку позже. А пока давайте расскажу вам про свой отель. Я поселилась в достаточно крупном комплексе Голливуд Мираж, который разместился в самой отдаленной части курорта на склонах давно уснувшего вулкана. Отель подкупил меня невысокой ценой, хорошим бассейном и достаточно неплохим номерным фондом. Давайте быстренько покажу вам рум-турчик. Тут у нас вход, там уборная, тут наша спальня. Тут у нас большой балкон. Там видно океан. Тут кухня, где все есть. Тут Милена. Вот этот диван раскладывается в двуспальную кровать, причем очень просто. Книжка так раз. Телевизор. Тут снова выход сюда на террасу. А здесь просто маленький балкончик. Испанский балкончик называется.
Кукань. Вот там океан. Вот там завтрак. Пошлите. Завтраки в отеле вполне стандартные. Из вкусняшек могу отметить неплохое шампанское и выпечку, которые мы чуток брали с собой в номер, чтобы покормить немного нагловатого постояльца. Ну не мусорни. Я его назвала Васей. Теперь у нас будет жить как домашний питомец. Будешь толстый, не сможешь летать. А еще в отеле была неплохая анимация, которая активно трудилась, развлекая детей днем конкурсами, а взрослых гостей вечером живой музыкой. Не могу сказать, что бассейн и анимация на Тенерифе были мне нужны, но я прилетела на остров в компании детей, а потому нужно было учитывать и их интересы тоже. Я же предпочитала целыми днями колесить по острову, исследуя самые драгоценные его жемчужины, а по вечерам отправляться на побережье, чтобы насладиться приятными теплыми водами океана. Возвращаясь в отель, было достаточно приятно распить бокальчик вина на террасе, наслаждаясь живой музыкой и прекрасными видами. И музычка, я должна признать, временами была весьма недурной. В общем, отель действительно неплохой. Удаленное от океана расположение легко компенсировалось моей любовью к пешим прогулкам и бесплатному трансферу, который развозил гостей по ближайшим пляжам Лос-Кристианос и Лас-Америкас. Правда, если вы планируете путешествовать дальше пляжа, то тут вам уже понадобится транспорт, а потому предлагаю поговорить о том, как же правильно перемещаться по Тенерифе. И тут у вас опять найдутся пару вариантов. Первый из них – это гуагуа. Нет, это не случайный набор странных звуков. Так на местном диалекте называются общественные автобусы. Проездной билет на день обойдется вам 10 евро, а на неделю – 50. Купить можно в аэропорту или официальном мобильном приложении. Но, как по мне, автобусы – это не самый оптимальный способ перемещения. Во-первых, это банально дорого. Для одного человека еще нормально, а вот на компанию выходит уже вполне приличная сумма. А во-вторых, на острове за пределами автобусных маршрутов найдется просто безумное количество интересных и красивых локаций, которые вам 100% захочется посетить. Ну а чтобы увидеть всю эту красоту, вам однозначно нужно будет перемещаться по острову. И достаточно много. Поэтому, чтобы сделать это, я сменила свою ласточку на вот этого вот монстра. Вы могли бы возразить, что аренда авто – это вовсе не бюджетное удовольствие. Частично даже с вами соглашусь, но только не на Тенерифе. Аренда этого жгучего железного коня обошлась мне всего в 12 евро за сутки, а вмещалось в него почти комфортно аж 6 человек. Вот и считайте, проездной на 6 нам обошелся бы целых 60 евро, а этот пупс всего 12. Причем расходы на бензин я вообще считать не вижу смысла. Мой литровый гибридненький полуживой моторчик, судя по стрелке, к бензобаку вообще не прикасался. Плюс учтите, что бензин на Тенерифе самый дешевый в Испании. Поэтому машина однозначно must-have для путешественника. Можно, конечно же, перемещаться автостопом, но при такой цене на авто не вижу смысла экономить. Кстати, забыла указать ремарку. Если вы в процессе видео удивитесь, почему я постоянно появляюсь то на одной, то на другой машине, то знайте, я не виновата.
Просто канарские прокатные компании настолько суровые, что когда у вас в автомобиле перегорает лампочка, то они меняют ее вместе с машиной. И вот еще, если надумаете брать на Тенерифе авто в аренду, то стоит задуматься и над вопросом страховки. Если Барселона широко известна среди туристов обилием карманников, то вот Тенерифе славится промышленными масштабами вскрытия арендованных машин. С моим тигром как раз приключилась такая неприятность. И это при том, что я была предельно аккуратна. В машине не оставляла вообще ничего, но меня это не спасло. Авто все равно вскрыли. Делают это на Тенерифе мастерски, всего за пару минут. Отгибают отверткой дверку и проникают внутрь, чтобы посмотреть содержимое бардачка и багажника. Документы на машину, запаска или сохнущий купальник их не интересуют. Забирают все самое ценное. Мобильники, камеры, бумажники. Уходя, даже дверки за собой запирают. Прям настоящие джентльмены. Так что, если в машине ничего ценного вы не оставляете, то вроде как бояться и нечего. И если бы не одно «но». После их проникновения на дверке и крыше авто остается вполне заметное повреждение. Поэтому, чтобы не оплачивать потом ремонт машины, лучше сразу на месте в арендной компании прикупить полную страховку. Лично я в этой поездке на страховку решила не тратиться, и тому есть пара объяснений. Во-первых, авто я брала у самого главного лоукостера Тенерифе – Gold Car. Они не покупают в автопарк новые машины, а выкупают у других компаний хорошо потрепанные экземпляры. Поэтому на появление пару мелких царапин, как правило, смотрят сквозь пальцы. Ну а во-вторых, я всегда езжу в поездке со своей travel-картой. Она и покрывает все возможные риски, связанные с авто. Как бесплатно получить такую, я уже рассказывала в видео про Хорватию, поэтому повторяться не буду. Поехали уже исследовать остров. Ну а исследовать Тенерифе мы сегодня будем, как всегда, не хаотично, а в строгом логичном порядке. Если присмотреться на карту дорог, то станет ясно, что вокруг острова по побережью проложена кольцевая дорога, которая позволяет легко перемещаться от одной локации к другой. Правда, если на севере, востоке и юге дорога представлена широкой скоростной магистралью, то вот на западе она обрывается и уступает место горному серпантину. Серпантины – это, конечно, очень круто и живописно, но все же не так удобно, как автомагистраль. Да и дети, как правило, не слишком беззаботно переносят подобные поездки. Поэтому я бы посоветовала вам все свои путешествия строить именно по восточной стороне острова. Возможно, по карте вам будет казаться, что проехать через запад ближе, но в реальности, скорее всего, маршрут через восточное побережье будет быстрее. Фух, ну вроде почти все разобрали. Осталось самое малое – определиться, на сколько же дней стоит прилетать на Тенерифе. Но давайте лучше оставим этот вопрос на конец видео, а для начала я покажу вам лучшие достопримечательности, и потом уже вместе попробуем определиться. А начинаем мы осмотр красивых локаций с уже знакомого нам городка – Пуэрто-де-ла-Крус. Несмотря на внушительные размеры города, каких-то ярко выраженных достопримечательностей здесь найдется не так-то и много. Город подкупает туристов своей старинной архитектурой и расслабленной курортной атмосферой. Узкие мощеные улочки, уютные кафе и цветущие сады не оставят вас равнодушными. В Пуэрто-де-ла-Крус найдется неплохой ботанический сад, старинная церковь, небольшой форт, а также широкая береговая линия, представленная атмосферными пляжами с черным вулканическим песком. Выглядят они, конечно, круто, только вот покупаться здесь не так-то и просто. Могучие волны океана и вездесущий красный флаг не оставляют туристам никаких шансов. Но унывать от этого жители Пуэрто-де-ла-Крус не стали и забабахали для себя прямо на береговой линии огромный комплекс с бассейнами с океанической водой. Комплекс бассейнов Лаго Мартиано состоит из 7 открытых бассейнов.
4 взрослых и 3 детских. Кроме крутых бассейнов с чистой изумрудной водой, комплекс также сможет вас побаловать шезлонгами, ресторанами, а также неплохим видом на вулкан Тейде. Наибольший интерес вызывает основной бассейн, украшенный гейзером-фонтаном. Бассейн соорудили в виде полноценного озера, по центру которого разбросаны небольшие островки для отдыха гостей. В целом комплекс выглядит достаточно интересно. Бассейны неглубокие и хорошо прогреваются солнышком, поэтому, скорее всего, купаться здесь вашим деткам понравится намного больше, чем в океане. Да и цена невысокая – 5,5 евро за целый день. Но лично мне куда больше понравилось другое развлечение в Пуэрто-де-ла-Крус, которое открывает наш список топ-10 вещей, которые турист обязательно должен попробовать на Тенерифе. И первый пункт в этом списке дел – отправиться в посольство. Но не обычное, а в посольство животных. Ну что, полетели смотреть зверушек? Лора-парк – это не просто зоопарк. Это одна из самых популярных и всемирно известных достопримечательностей Канарских островов. Чтобы оценить статус этого места, просто взгляните на список его наград. За 50 лет существования он получил множество титулов и благодарностей. И вот эта надпись «Посольство животных» также красуется на логотипе парка не просто так. Это официальный титул, присвоенный Лора-парку в 2008 году. Из центра города сюда можно добраться на мимишном бесплатном желтом паровозике. Ну или как я, на авто. Билет не дешевый, 42 евро для взрослых и 30 для детей, но я однозначно порекомендую вам сюда забраться. За кассами вас будет встречать целая охапка разных милых животных. Обезьяны, муравьеды, капибары, гиппопотамы, лемуры, фламинго, львы и еще много-много разных ласковых кошечек и других разновидностей пушистиков. В каждой животинке оборудована специальная среда обитания, максимально приближенная к естественной. Им тоже снежок сыпет. И да, это не просто пингвинарий. Это самый большой пингвинарий в мире. Здесь созданы условия, идентичные Арктике. Специальная снежная пушка ежедневно высыпает на птичек 12 тонн снега. И все для того, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно и могли радовать детишек своими смешными пируэтами. А павильоны для птиц видели? Это же настоящее произведение искусства. Огромные зеленые коконы, в которых проживает в естественной среде бесчисленные полчища редчайших птиц. Одних попугаев здесь только 4000. Кстати, усилиями парка целых 12 видов попугаев были спасены от полного вымирания. Между деревьями, где птички свили гнезда, в несколько ярусов проложены витиеватые тропинки, благодаря которым посетители могут подняться максимально близко к пернатым красавцам и сделать на память отличные фотографии. И вообще, здесь столько всего крутого. Подводный тоннель, медузятник, королевство кораллов, сотни редких растений, зооклиника, кафе, магазины. В общем, можно целый день рассказывать, но времени у меня немного, поэтому перейду сразу к самой главной изюминке. Это шоу. Их в Лора-парке аж 4 штуки. Это шоу косаток, дельфинов, морских котиков и, собственно, попугаев. И вам точно стоит их увидеть. Шоу попугаев самое простенькое, но все равно интересное. Птички будут летать над вашими головами, разгадывать загадки и даже разыгрывать юмористические сценки.
Шоу морских котиков – это комбинация юмора и хорошего настроения. Я всегда думала, что котики – это про ленивые поваляшки и вальяжные потягушки, но это не так. Представление с самого начала расставляет все точки над «и». Здесь творится какое-то безумство. Главные герои срываются с ласт и хаотично начинают нарезать круги по сцене, то прыгая с высоты в воду, то выскакивая на бортик бассейна, что-то активно доказывая ошеломленным посетителям. Шоу косаток – самое влажное. Это вам не котики. Если эта бубочка весом в 4 тонны вдруг решит окатить вас водичкой, мало не покажется. Поэтому самые интересные места в зале – это 4 первых ряда. Для них даже предлагают приобрести защитные дождевики, но, честно сознаюсь, когда эти лапочки начинают резвиться, вас уже вряд ли что-то спасет. Ну и мое самое любимое шоу – шоу с дельфинами. Они такие милашки просто, они не могут. И если в обычных дельфинариях вас, как правило, охватывают двойственные чувства, с одной стороны, очень круто полюбоваться на этих милашек, а с другой стороны, от ощущения того, что они томятся в неволе, становится не так уж и весело. Но вот Лора Парк – это совершенно иной случай. Глядя на все эти награды по защите животных, наблюдая за тем, как о них тут заботятся, подобных сомнений не возникает. И, кстати, вот вам спойлер. Если вы так же, как и я, обожаете дельфинов, то не спешите расстраиваться окончанию шоу. Думаю, я сумею кое-что придумать, чтобы мы с вами могли ими еще разок полюбоваться. Все шоу распланированы довольно хитрым образом, благодаря чему вам постоянно нужно перемещаться из одной зоны в другую, попутно проходя через неисследованные локации. Так удобно и ненавязчиво вам удастся осмотреть большую часть парка, и дай бог, чтобы оставшегося дня вам хватило на то, чтобы исследовать остальные зоны. Я буквально и моргнуть не успела, как оказалось, что на дворе уже вечер, а парк скоро закроется. Никогда не ожидала, что зоопарк способен заставить меня потерять счет времени, но Лора Парку это удалось. Поэтому смело закладывайте на такую вылазку целый день. Ну а у меня на рассказ столько времени не найдется, а потому из Пуэрто-де-ла-Крус мы двинемся дальше исследовать остров. Но далеко нам отъехать не удастся. Это же Тенерифе. Рядом с нашим туристическим городом найдется еще один небольшой населенный пункт – Ла-Оратава. Это небольшой красочный городок с богатой историей, который разместился в живописной долине, полной банановых плантаций. В наши дни исторический центр города был признан объектом, имеющим историко-художественную ценность. Здесь найдется множество сувенирных магазинов, красивый парк, а также бывшая резиденция одного из самых влиятельных испанских конкистадоров – Каса де лос Балконес. Но много рассказывать про Ла-Оратава я не стану. Городок хоть и красивый, но на острове все же подобных найдется немало. Да и вообще, как по мне, то отдых на вулканическом острове посреди океана – это все же не про города и историю, а про величие природы и про умопомрачительные пейзажи, которые будут раскрываться перед нами в процессе этого удивительного путешествия. Поэтому уж извините, о городах сегодня буду рассказывать немного и кратенько. Но так, для общей справочки. К тому же, дальше нас ждут еще 2 обязательных для туриста города – Ла-Лагуна и Санта-Крус-де-Тенерифе. Но прежде чем отправиться на их изучение, давайте заглянем в размещенный по пути парк Жардин Социал Ла Квинта. Парк небольшой, но достаточно известный благодаря своей уникальной скульптуре – Ла Гиганта. Такая себе гигантская скульптура женщины, образ которой украшен клумбами с зеленью и цветами. Но вернемся к нашим городам. Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна – это культурная столица острова и по совместительству самый первый город, основанный на Тенерифе.
за что в 1999 году ЮНЕСКО включил ее в список объектов всемирного наследия. Если вы жаждете насладиться историческим культурным наследием, то вам точно стоит прогуляться по местным улочкам. А еще по этим улочкам можно дойти до нашего следующего города – Санта-Крус-де-Тенерифе. Города буквально срослись вместе, поэтому смело можете совмещать осмотры Ла-Лагуна с исследованием столицы Канарских островов. Кстати, тут тоже найдется своя колониальная изюминка. На самом деле на Канарах не одна, а целых две столицы. Вторая на соседнем острове Лас-Пальмас-де-Гранд-Канария. Каждые 4 года правительство дружно собирает чемоданы и переезжает во вторую столицу. Вот такая вот оригинальная релокация. Зато никому теперь не обидно. Я, конечно, не планировала много рассказывать о городах, но для Санта-Крус можно сделать малюсенькое исключение. Все же, как-никак столица, а потому многим из туристов захочется сюда наведаться. Здесь найдется самый обширный на острове Ботсад, красивый городской парк, несколько интересных статуй, широкая площадь с фонтаном и, конечно же, красивая стелла с названием города, у которой обожают фоткаться туристы. Ну а если вы приедете на Тенерифе в феврале, то можете застать на улицах столицы настоящий карнавал. Громкие празднования проходят по всему острову, но в Санта-Крусе они самые крутые и насыщенные. По размаху карнавал Тенерифе считается самым масштабным в Европе и вторым в мире. Празднование длится целый месяц, но для туристов самое интересное – это заключительные дни. Здесь проходит комедийно-плаксивый ритуал сжигания сардины, выбор королевы, а также крутые уличные шествия. А еще туристу наверняка захочется заглянуть на местный старинный рынок – Mercado de Nuestra Señora de África. Это такой симбиоз классического продуктового рыбного рынка и всевозможных туристических закусочных. В целом он достаточно сильно похож на уже знакомый нам рынок Ла Бокерея из Барселоны, но при этом выгодно отличается от последнего интересным неоколониальным стилем. Если вы собрались полакомиться чем-то диковинным, то стоит сюда заглянуть. Ну а если хотите просто прогуляться, то отправляйтесь на местную набережную. Одной из ее изюминок является замок Castle of Santa John the Baptist, но, честно говоря, замки на Тенерифе так себе. Я вам, конечно, их покажу в процессе путешествия, но думаю, вы будете со мной солидарны. Уж лучше на набережной полюбоваться на самое известное здание Канарских островов. И это одно из самых узнаваемых зданий всей Испании – Аудиторио де Тенерифе. Концертный зал был построен в 2003 году и напоминает огромный парусник, плывущий по волнам Атлантического океана. Высота строения внушительная 100 метров. Площадь крыши – 2 квадратных километра. Правда, думаю, сблизка этот колосс выглядит не так эффектно. Пожалуй, это как раз тот случай, когда любоваться строением лучше издалека. Например, им можно любоваться лежа рядышком в современных океанических бассейнах. Парк Маритимо Цесарь Манрике. Они очень сильно напоминают те, что мы видели в Пуэрто-де-ла-Крус, и даже цена похожая – 4 евро. Конечно, бассейн – это не полноценный пляж, но все же неплохая ему альтернатива. Как мы помним, север острова славится своими большими волнами, да и наличие крупного порта тоже не очень-то располагает к классическому пляжному купанию в столице. В общем, если вы поселились в Санта-Крус и не желаете никуда ездить, то бассейны Цесарь Манрике станут для вас неплохим выбором. Ну а мы с вами отправляемся дальше, полюбоваться самым интересным и зеленым уголком острова. Если присмотреться к карте острова, то можно заметить, что автомагистраль как бы отсекает северную его часть, создавая небольшой зеленый анклав.
Все дело в том, что север Тенерифе – это настоящий природный заповедник и одно из самых популярных мест среди туристов. И вот мы плавно подобрались к следующему пункту из нашего топ-списка дел. Второй задачей туриста на Тенерифе станет поездка в зачарованный лес, который находится в безумно красивом природном парке Анага. Анага считается одним из самых больших скоплений эндемиков в Европе, благодаря чему в 2015 году парк получил от ЮНЕСКО статус биосферного заповедника. Анага является одним из самых древних уголков Тенерифе. Возраст региона около 9 миллионов лет. Как мы уже знаем, ветра обдувают остров как раз со стороны северного побережья, где их встречают величественные зеленые горы Анаги, которые задерживают облака и конденсируют влагу в местных долинах. Порядка половины осадков острова выпадает именно в этих лесах, что способствует созданию уникальных природных областей, среди которых отдельно можно выделить пояс вечно зеленых лесов – лавровые леса. Эти леса мы еще обязательно посетим. Ну а пока у нас короткий автомобильный тур по заповеднику, поэтому просто проедемся по ключевым смотровым площадкам Анаги. Виды здесь потрясающие. Одна площадка лучше другой. Разбивающиеся об скалы могучие волны, небольшие горные деревушки и бескрайние зеленые просторы не оставят никого равнодушным. Правда, должна вас предупредить, что поездка по Анаге – это не самая простая задача. Хитрые петляющие горные серпантины, развороты на 180 градусов – все это безумно красиво, но все же потребует от водителя определенных навыков. Правда, не могу не отметить качество местных дорог. Все эти извилистые развязки весьма качественно оборудованы. Вот посмотрите на эти деревянные отбойники. С виду достаточно хлипкие, но если присмотреться, то видно, что на самом деле конструкция металлическая, а деревянные доски лишь приятно дополняют их вид, чтобы не нарушать природную красоту места. В парке для туриста найдется достаточно инстаграмный автомобильный тоннель, атмосферная деревушка Таганана и множество других достопримечательностей. Все показать не успею, но самые интересные обязательно нанесу на карту, чтобы вы смогли посетить их во время вашего путешествия. Ну а мое путешествие теперь продолжается на восточную сторону острова, которая сформировалась в результате обильных вулканических извержений. Здешние края достаточно безжизненны, полны песчаных пейзажей и разительно отличаются от только что посещенной нами Анаги. Тут найдется несколько интересных рыбацких деревушек, но на этом, по сути, все. Прогулки по ним хоть и атмосферные, но однотипные. В них можно перекусить в неплохих ресторанчиках или вот как я, прибарахлиться пушистыми сувенирами. Достопримечательности на востоке Тенерифе в основном природного происхождения. Их создали те самые потоки лавы, стекающие с вершины вулкана в бурлящий Атлантический океан. Например, обратите внимание на природную арку Арко ла Пуэнте. Этот 22-метровый каменный мост раскинулся через одноименное ущелье. Когда-то по ущелью текла настоящая река. Она-то и сформировала арку, промывая себе путь в застывшей вулканической породе. Ущелье частично пешеходное, но без специального снаряжения по нему перемещаться будет непросто.
Альтернативный вариант – подняться на арку сверху и прогуляться по пешеходному мосту над каменным ущельем на высоте 20 метров, не спускаясь в само ущелье. План неплохой, только вот проблемой будет припарковать машину поближе к арке. Съездов со скоростного шоссе здесь попросту нет. Если же хотите приключения попроще, то можете посетить находящуюся неподалеку арку – Арка де Тахао. Она, как и соседняя, также имеет вулканическое происхождение. Все та же вода за 200 тысяч лет промыла себе путь, создав столь причудливое творение. Но в отличие от предыдущей, это имеет совершенно иной вид. Всему виной типичного для данного региона светлая вулканическая порода – игнимбрит, из которой природа и сформировала этот природный мост. Здесь тоже найдется атмосферное ущелье и своя пешеходная тропа. Но, как по мне, она намного проще, чем предыдущая, поэтому, если хотите почувствовать себя на безлюдном Диком Западе, то вам сюда. А если хотите еще больше погрузиться в тему безлюдных диковинок, то, возможно, вы захотите заглянуть в ущелье Эль-Рио, где расположен главный эпик фейл Тенерифе – плотина Преса дель Рио Дам. Ее особенность в том, что плотина есть, а вот реки здесь нет. 54 метра в высоту, 113 метров в ширину, и все это построено просто так. Плотина ни дня не была запущена в эксплуатацию, так как инженеры просто плохо рассчитали доступный в ущелье объем воды. Вот так. Поэтому в наши дни плотина больше не инженерный объект, а атмосферная завлекалочка для любознательных туристов. Ну а если вам мало заброшек, то рядышком найдется еще одно интересное место. Это долина прокаженных. Целое заброшенное, недостроенное селение без единого жителя. Лепрозорий начали строить в 1943 году для изоляции больных проказой. Но пока его строили, от болезни была найдена вакцина, из-за чего вся стройка была заброшена и с тех пор остается зловещим таинственным монументом. Уже соскучились по многолюдным местам? Не волнуйтесь, еще южнее нас будет ждать уже знакомые городки Лос-Кристианос, Лас-Америкас и Коста-Адехе. И в этот раз мы посмотрим на них уже подетальнее. Лос-Кристианос не сильно богат на достопримечательности, а вот два соседних города – это совсем иная история. Но благо от Лос-Кристианос, где я живу, до соседей буквально рукой подать. 500 метров туда – Лос-Кристианос, а 500 метров сюда – Лос-Америкас. Пойдем? И причем идти вам придется по красивым оборудованным дорожкам и уютным зеленым скверам. А если идти по пляжу, то и того меньше. Городки разделены между собой небольшим 10-метровым туннелем. Минута времени, и вы уже в Плая де Лас Америкас. Лас-Америкас – это самый оживленный и интересный курорт на острове. Туристов здесь ждет развитая инфраструктура, обилие магазинов, кафе и ресторанов. Выбор отелей доступен на любой вкус и кошелек. Ну а те, кто любит отдыхать, не арендуя жилье, часто паркуют в городе свои автодома, которые по вечерам так весело покачиваются в такт играющей музыки. Центром жизни города является роскошный 750-метровый проспект Лас-Америкас, который часто называют «Золотой милей». Здесь расположено множество красивых ресторанов, а также феерическое хард-рок-кафе. Нет, ну вы просто взгляните на этот помпезный храм с колоннами и античными статуями.
Если бы не вывеска, я бы никогда в жизни не поверила, что внутри находится не храм, а какая-то там кафешка. Это место в вечернее время притягивает к себе толпы туристов. Магазины с переливающимися вывесками, бары с живой музыкой, музыкальный фонтан – все это горит, подмигивает и манит, зазывая туристов со всего острова. Поэтому неудивительно, что Плая де лас Америкас стал центром ночной жизни Тенерифе. По вечерам здесь собирается самая драйвовая и зажигательная публика со всех уголков архипелага. Если вас прельщают ночные клубы, дискотеки, вечеринки, стриптиз-бары, то вам стоит попасть сюда хотя бы на одну ночку. Но даже если вы хотите просто прогуляться вечером в красивой атмосфере, Лас Америкас все равно найдется, что вам предложить. Если же подобные развлечения и прогулки не для вас, то, возможно, вы захотите заняться шопингом. Не Милан, конечно, но у шопинга на Тенерифе тоже есть своя изюминка – низкие налоги. Если на материке НДС составляет 22%, то на Канарских островах вместо него действует сниженный местный налог – 7%. Именно поэтому на Тенерифе столь низкие цены и не только на бензин и аренду машин, а еще на сумочки, платьишки и все остальные крутые побрякушечки. Чаще всего для шопинг-туризма туристы отправляются в столицу, и тут сосредоточено множество торговых центров, где можно подобрать товары на любой вкус. Но на самом деле Лас-Америкас тоже неплохой выбор. Как показывает практика, цены в здешних магазинах не намного выше. Помимо всего перечисленного, есть и еще одна вещь, которую должен сделать турист, попадая в Лас-Америкас. Это покорить волны. Правда, прежде чем вы станете так красиво рассекать волны, вам вначале нужно научиться стоять на доске. И сделать это лучше всего как раз в Лас-Америкас. Вы, конечно, можете возмутиться, мол, Маша, ты же рассказывала, что самые большие волны на севере острова. Да, это так, но те пляжи все же больше подойдут для профи. Таким зеленым новичкам, как я, которые ни разу ранее не стояли на доске, для обучения нужны совершенно иные условия. И найти мы можем их как раз на местном пляже. А еще Тенерифе – это рай для серфинга. Здесь солнце светит круглый год, океан теплый, и волны подходят для разного уровня мастерства. И если вы мечтали научиться серфить, то Тенерифе, наверное, лучшее место, где это стоит сделать. Школы серфинга разбросаны вдоль всего побережья вокруг острова. И я думаю, не составит труда найти подходящую для вас школу. Я проходила обучение в школе Blackstone Surf Center, но по сути все местные обучающие центры плюс-минус одинаковые. Никакого смысла подстраиваться под конкретную нет. В этом районе города их найдется пару десятков. Выбирайте ту, где урок будет проходить в удобное для вас время, и не волнуйтесь за знание языка. По сути, новичку нужно понимать на английском всего два слова – roll – греби и up – вставай. Базовый урок представляет из себя занятие продолжительностью в 2 часа и стоит порядка 35 евро. За эти деньги вы получаете серфборд, костюм и тренера.
Организаторы набирают небольшую группу, с которой тренер проводит получасовое занятие на песке, а потом еще 1,5 часа в воде. Ваша задача научиться вставать на доску вначале на одно колено, а потом уже полноценно на 2 ноги. И оказалось, что сделать это не так-то и просто, как выглядит со стороны. Поэтому я бы рекомендовала вам сразу подумать о 3 занятиях. Как правило, этого достаточно, чтобы впоследствии можно было уже катать самостоятельно. А еще порекомендую распланировать первое занятие на начало вашего отдыха. Во-первых, это позволит пораньше понять, подходят ли вам такие развлечения, а во-вторых, после первого урока у вас будет такая крепатура, что потом понадобится как минимум пару дней отдыха, прежде чем сможете вновь встать на доску. И раз мы с вами уже оказались на берегу, то давайте сразу поговорим про местные пляжики. И с ними на Тенерифе не все так просто. Поэтому следующая обязательная задача для туриста – это объехать самые живописные пляжи острова. Tú y yo queriéndonos, sintiéndonos. Hazme el amor, el que tanto dice tenerme. Hazme el amor, para que matemos la curiosidad. Tú sabes mejor que esos besos son los que dan suerte. Hazme el amor, olvidarnos de nuestra realidad. Да, вот именно это я вам и предлагаю. Выделить один из дней, чтобы просто обкатать остров по кругу и протестировать своими ножками самые красивые пляжи Тенерифе. Ну а пока вы это не сделали, давайте покажу вам свою топ-подборочку. Я бы разделила все пляжи острова на 3 группы – инстаграмные, плавательные и повалятельные. Начнем с самой обширной группы – инстаграмных. Таких пляжей на острове сотни. Они очень круто смотрятся с воздуха. Также можно сделать просто потрясающие кадры. Но вы не сможете провести в таких локациях целый день. Ну или тем более отправиться на такой плая на отдых с детьми. Ну давайте для примера покажу вам парочку. Playa El Gomero. Та-дам! Все дело в том, что естественные пляжи на океаническом острове – это достаточно капризная штука. Со стихией просто невозможно договориться. И когда она разыграется, а на Тенерифе так бывает довольно часто, то большинство естественных пляжей просто исчезает. Некоторые пляжи на Тенерифе выглядят так. Здесь можно прекрасно полюбоваться природой, водной стихией, прочувствовать все это. А можно воспользоваться случаем и понежиться в одном из лавовых бассейнов. Но давайте все-таки посмотрим, какие же еще есть пляжи на Тенерифе. Следующий наш подопытный находится уже в Пуэрто-де-ла-Крус. Здешние пляжи, как мы знаем, славятся черным, блестящим, переливающимся песком. Выглядит это, конечно, мега круто, но опять же, сильные волны и, как правило, не слишком ясная погодка севера не особо располагают к долгому проведению времени на таком берегу. Плая дель Кастелло. Камера, конечно, не передает, но здесь песок, он прямо как будто переливается, как драгоценности какие-то. Очень красиво. На солнце – вау!
Кстати, из всех пляжей региона я выбрала именно его не просто так, а из-за вот этой крепости. Как я уже говорила ранее, с замками на Тенерифе туго, но все равно круто, что она здесь есть. Лежишь, загораешь, за спиной вулкан, рядышком скрипит старинная крепость, а в океане бушуют огромные волны. Ну или вот вам еще один мега-инстаграмный пляж севера. Плая де Бенихо, он же самый сексуальный пляж острова, расположен в парке Анага. Это дикий пляж, действительно очень красивый и прекрасно подходит для инстаграма. Только вот застать его в таком виде практически нереально. Бенихо способен исчезнуть, даже если Атлантический океан подарит вам полный штиль. Во время прилива вода поднимается настолько высоко, что полностью поглощает пляж. Плюс добавьте сюда отсутствие парковки, душевых и каких-либо других удобств. И сразу станет понятным, что много времени провести вам на подобных пляжах попросту не выйдет. Если же вы просто хотите полюбоваться прекрасными местными видами и понаблюдать за тем, как могучие волны разбиваются о разбросанные в океане скалы, то намного лучше заглянуть на соседний пляж у скалы Рок де лас Бодегас. На такие прекрасные пейзажи я готова любоваться множество часов. Но у нас с вами столько времени на созерцание скал нету, поэтому поехали посмотрим еще на пляжи на востоке и юге острова. И один из самых ярких подобных пляжей – это Плая Амарила. Мы уже успели увидеть немало красивых пляжей с черным песком, но что вы скажете о таком? На этом пляже береговой линии как таковой нет. Люди размещаются непосредственно на камнях и обрывистой скале. Вот эти вот природные ярусы превращаются в настоящие балконы, которые можно использовать для отдыха и принятия солнечных ванн. Местечко действительно крайне оригинальное, а потому сделать здесь парочку фоточек во время путешествия вы просто обязаны. Ой, кстати, забыла вас предупредить. В Испании, тем более на инстаграмных пляжах Тенерифе, широко распространено правило загорать топлес. Я, конечно, старалась такие кадры вырезать из видео, но где-то могла и пропустить, так что извините. В общем, если вы вдруг рьяный сторонник скреп или других традиционных ценностей, то пляжи Европы точно не для вас. Даже не пробуйте. А то вдруг еще получите какую-то скрепную психологическую травму. Ну, вот мы поприветствовали пляж Амарила, а теперь нам пора ехать на другие пляжи, а то они обидятся. Ну а далее нас ждет еще один интересный пляж, который однозначно понравится любителям активного отдыха. Ну а это красивое место называется Плая дель Медано, и здесь вы можете отлично покататься.
Обилие серфингистов, виндсерферов и цветастых парящих кайтов придают месту достаточно оригинальный антураж. Пляж чистенький и даже получил престижную награду «Голубой флаг». Но вот что касается купания, то, боюсь, это все еще не то место. Там есть еще один пляж. Да и вообще, если честно, пляжей, которые подходили бы для того, чтобы поплавать в океане, не так-то и много. Все эти полудикие пляжи больше подойдут для релакса и отдыха от городской суеты. Здесь можно посидеть и расслабиться и немного поиграть с вашими малышами, но не поплавать. Детям понравится исследовать местные камни, среди которых на солнце любят греться наглые канарские крабики. Они танцуют. Взрослым же наверняка понравится на местных пляжах устраивать пикники и любоваться величием океана. А вот для того, чтобы поплавать и провести с семьей у воды целый день, вам понадобится уже совсем другой тип пляжей – плавательные. И выбрать среди них лучший довольно легко, ведь на Тенерифе подобный пляж найдется только один. И пока мы будем ехать на север к этому пляжу, давайте я вам расскажу про еще одну интересную особенность Тенерифе. Это Калима. Иногда в небе можно заметить легкую желтоватую дымку. На самом деле это не какая-то иллюзия, а настоящий песок, который ветер приносит сюда из соседней Сахары. Хотя с учетом современных реалий, я думаю, что жители материковой Европы принесенным песком из Сахары уже точно не удивить. Ну а если песка принести слишком много, то можно из него соорудить целый пляж. Например, пляж Тереситас, на который мы с вами как раз и приехали. И еще один пляж, и он существенно отличается от предыдущих. На этом пляже желтый песок, а песок привезен из Сахары. Пляж хорошо оборудован, имеет хорошую инфраструктуру, пологий вход в воду, что очень удобно для детей, и волнорез. То есть здесь не будет больших волн, и желтый флаг, я думаю, здесь значительно чаще. Желто-зеленый. Вот так. Это самый главный и самый разрекламированный пляж острова. И песок здесь действительно из самой Сахары. Правда, привез его сюда не ветер, а баржи, но это уже детали. Как вы уже поняли из нашего пляжного вояжа, со спокойными пляжами на Тенерифе не густо. Жители долго страдали от огромных океанских волн, не имея возможности нормально купаться в океане. И как следствие, в 60-х годах решили больше не надеяться на природу, а выстроить возле столицы свой рукотворный пляж с чистейшим желтым песочком. Да, нас с вами, конечно, таким песком не удивить, но вот для жителей Тенерифе, у которых все пляжи черные, желтый песок оказался завидной диковинкой. Пляж может похвастаться большой, хорошо продуманной парковкой, множеством душевых и комфортными барами. Но самая главная изюминка пляжа – это вовсе не песок, а огромный каменный волнорез, который защищает отдыхающих от безудержной мощи океана. Плая де лас Тереситас как раз то место, куда легко можно направиться на целый день. Здесь пологий аккуратный вход в море и теплая ласковая водичка. На берегу можно скрываться от солнца в тени высаженных пальм или же взять в аренду лежаки и зонтик. Если хотите отдохнуть в воде, то для аренды найдутся прокатные катамараны, ну или же можно договориться за аренду деревянной лодочки. Ну а когда вы устанете от лежачего отдыха, то можете забраться на соседнюю смотровую площадку Мирадор Тереситас, откуда открывается прекрасный вид на этот удивительный пляж. А еще иногда с этой смотровой в свой полет отправляются парапланеристы. Достаточно интересное ощущение, когда лежишь, загораешь на пляже, а прямо над головой парят люди.
Поначалу это даже немного пугает, но затем привыкаешь, и подобное зрелище лишь добавляет месту дополнительного шарма. Вы сейчас, наверное, подумали, что пляж этот, конечно, красивый, но наверняка дорогой. А вот и нет. Этот пляж, как и все остальные на Тенерифе, общественный и совершенно бесплатный. На острове вообще не бывает платных или частных пляжей. Вот так, можете прямой наводкой заходить в любой пятизвездочный отель и укладываться там с чистой совестью прямо у водички. А что, хорошая идея. Давайте прямо сейчас так и поступим. На юге острова находится роскошный, кучезвездный отель «Обама». И вот у этого отеля тоже есть свой рукотворный пляж с песочком из Сахары. И его также закрывает от волн каменный волнорез. И вообще, это такой себе Тереситас в миниатюре. Пробник. Только вот явно вносить Плая де Обама в список плавательной пляжей не стало совершенно оправдано. Все дело в том, что вся местная инфраструктура организована только для постояльцев отеля. Их сюда доставляет фуникулер, им доступны шезлонги и коктейли. А вот для вас ничего этого не будет, даже парковки нет. Она осталась далеко вверху, у входа в отель, а путь оттуда к водичке не близкий. В общем, Обама – это все же инстаграмный пляж. Пофоткаться можно, а вот для долгого пляжного отдыха это не лучшее решение. Поэтому пришло самое время познакомиться с третьей группой пляжей Тенерифе – повалятельные. И все они находятся рядом с нашими курортными городками на юге острова. Такие пляжи могут похвастаться неплохой общественной инфраструктурой, качественными лежаками и небольшими волнорезами. В отличие от Тереситас, где каменный бортик создает в бухте полноценный штиль, на повалятельных пляжах волнорезы маленькие, поэтому лишь частично гасят ярость исполинских волн. Пляжей этих там видимо-невидимо. Каждый из 3 курортов может похвастаться сразу несколькими крутыми пляжами, но правда выбирать между ними несложно. Их качество прямо зависит от уровня курорта, перед которым они находятся. Самые простенькие пляжи напротив курорта Лос-Кристианос. Поэтому мы их сразу минусуем. Вижу нудистский пляж. На курорте Лас-Америкас все уже поинтереснее. Лично мне больше всего понравился пляж Плая де лас Вистас. Песочек здесь серенький, но чистый. Рядом начинается красивая набережная Лас-Америкас. Ну и, конечно же, тут найдутся куча интересных баров и ресторанов, в которые мы заглянем чуточку позже. Также здесь найдется неплохой пляж Плая дель Камисон. Волнорез как бы обнимает пляж полукругом, из-за чего водичка в этой бухте максимально теплая и спокойная. По размерам пляж не очень большой, но, как правило, мест свободных здесь предостаточно. Но если вы хотите отдохнуть на самых лучших пляжах острова, то стоит прокатиться к береговой линии Коста-Адехе. Тут все пляжи просто как на подбор, один другого лучше. Красивый чистый песочек, прекрасная инфраструктура, чистая территория и теплый мягкий океан, из которого просто не хочется вылазить, несмотря на то, что на дворе зима. В январе прекрасная водичка, если это в океане. Кстати, должна признать, что курорты Лас-Америкас и Коста-Адехе – это просто какой-то рай для обеспеченных туристов в возрасте. Многие европейские пенсионеры приезжают сюда доживать старость из-за благоприятного климата, невысоких цен и прекрасно подготовленной инфраструктуры. Вот посмотрите на эти прикольные трехколесные скутеры, на которых они перемещаются по территории курорта. Это же просто находка. Но самое главное, что все дороги и тротуары специально подготовлены для подобных транспортных средств, благодаря чему даже люди с ограниченными возможностями могут самостоятельно перемещаться от отеля в магазин или даже на пляж.
Лично я не раз видела, как дедушки рыбачили с пирса, прямо не вставая с такого транспортного средства. Или как какая-нибудь бабушка заезжала на такой штукенции в винный магазин, а потом направлялась на набережную, чтобы встречать закат. Все же просто удивительное место. Но давайте вернемся к нашим пляжикам. Вот, к примеру, Плая дель Фаньяба. Такой ровненький песочек и очень широкая береговая линия. длина пляжа чуть менее километра. Почти вдоль всей береговой линии обустроенный каменный волнорез, благодаря чему волны здесь не очень сильные, и в большинстве случаев тут можно будет не только поваляться, но даже немного искупнуться. Ну и, конечно же, пляж, как и все соседние, удостоен звания «Голубой флаг». Песочек здесь такой же сероватый, как и на соседних пляжах, но все равно достаточно мягкий и чистый. Но мне больше всего понравилось на пляже его расположение. Слева и справа пляж отделяют от соседей две красивые выступающие скалы. Лежать и загорать в таком месте – сплошное наслаждение. Но не спешите тут бронировать лежак. Я же вам еще не успела показать самый офигенный пляж на Тенерифе. А сейчас мы на Плая дель Дуке. Большая, широкая пляжная линия, хороший песочек, мягенький, комфортненький, и есть вся инфраструктура. На самом деле пляж очень сильно похож на соседний Плая де Фаньябе. Все такое же опрятненькое и ухоженное. Так в чем же его секрет, спросите вы? Для меня главной фишкой этого пляжа стало его соседство с пляжем Плая эль Берил, который усыпан уже знакомым нам черным вулканическим песком. И для меня, как для человека, который видит подобный песок нечасто, это просто какая-то находка. Всего пару метров разделяют между собой эти два пляжа. Хотите загорать на сером песочке? Пожалуйста, вот вам Плая дель Дуке. Поменялось настроение, хотите на черный песок? Да запросто. 2 метра и вы уже загораете на Плая эль Берил. И не нужно ехать далеко на север острова, все рядышком, все под боком. Так, ну что, посмотрим теперь на всю эту красоту с воздуха. Да? Да, да, да. В качестве еще одного дополнительного плюса этих двух пляжей я бы еще назвала тот факт, что это 2 самых последних пляжа на территории 3 южных курортов. На практике это означает, что ленивые туристы сюда почти не добираются. Очень круто приехать на пляж вечером, искупаться в теплом океане, а потом распластаться на теплом вулканическом песочке и наблюдать за уплывающим за горизонт небесным светилом. Если вам, как и мне, этот пляж пришелся по вкусу, то вот вам небольшой лайфхак, как без приключений сюда добраться. Как мы уже определились, самое удобное средство перемещения по острову – это машина. Обратная сторона медали – парковки. И с ними на Тенерифе бывает туго. Фактически их здесь попросту не хватает. А на самом элитном курорте Коста-Адехе их почти нет. В центре есть платный подземный паркинг, но по сути это все. И не вздумайте, кстати, парковаться в неположенном месте. Коста-Адехе – это чуть ли не единственное место на острове, где активно работают эвакуаторы. Забрать потом машину назад будет тот еще квест. Но вот рядом с нашим удаленным пляжем Плая эль Берил паркинг как раз найдется, причем совершенно бесплатный. Оттуда можно спокойно прогуляться по красивой ухоженной дорожке прямо до пляжа. Настолько красивое место, что прекрасно подойдет не только для прогулок, но и для полноценных фотосессий. А еще здесь на берегу найдется интересная морская поляна, усыпанная целым лесом небольших каменных пирамидок.
Ну что ж, оставлю-ка и я камушек, чтобы когда-нибудь вновь вернуться в это удивительное место. В общем, на этом, думаю, пляжную тему Тенерифе можно закрывать. Самые лучшие пляжи я вам показала, а вот для тех, кто не любит купаться в океане, в Коста-Атехе найдется еще одно интересное местечко. Лучший водный парк аттракционов на острове, и вы обязательно должны его посетить. Поэтому следующий пункт, который обязательно должен сделать турист на Тенерифе, это разбудить свой адреналин в удивительном Сиам-парке. Ну, а если вдруг на острове вам придется скучать, то добро пожаловать в парк Сиам. Парк Сиам – это один из лучших в мире аквапарков, поэтому это обязательно чекпоинт, даже если вы не скучали. Вперед! А еще здешний парк – это самый посещаемый аквапарк Испании и один из самых больших аквапарков Европы. Здесь найдутся развлечения на любой вкус и цвет. Спокойная река для любителей релакса, крутые закрученные горки для тех, кто любит повеселее, бассейн с самыми высокими искусственными волнами на планете и, конечно же, жемчужина парка – аттракцион для настоящих любителей экстрима – башня силы. На входе в парк нас будут встречать парочка веселых и игривых морских львов, прибывших сюда прямо из лора-парка. И это не случайно, ведь оба парка – это проекты одной и той же семьи кислингов. Поэтому, если вы надумали посетить оба парка, то тут сразу можно немного сэкономить, купив сдвоенный билет. А еще в Сиам-парке, как и в Лора-парке, в знак поддержки можно встретить украинский флаг, за что отдельное спасибо здешней администрации. Сиам, как и Лора-парк, также имеет целую кучу разнообразных наград и титулов, и получил он их вполне заслуженно. Тут найдется огромное разнообразие интересных и крутых горок. Но этим, правда, в наше время туриста уже не удивишь. В Сиаме найдется другая, крутая изюминка, которой парк отличается от большинства аквапарков на планете. Это его прекрасная зеленая территория, по которой так же интересно бродить, как по какому-то ботсаду. И этим Сиам-парк сильно отличается от большинства аквапарков на планете. Как правило, они выглядят иначе. Территория у парков намного меньше, из-за чего легко просматривается из одного угла в другой. Отпуская ребенка на покатушке, он всегда останется у вас перед глазами. Но Сиам – это другой случай. Настоящий зеленый лабиринт. Правда, за детей можете не беспокоиться. Все продумано, все безопасно. У каждой горки дежурит обученный персонал, поэтому смело можете отпускать ваше чадо на самостоятельное исследование этого удивительного места. Не знаю, но дочь сказала, что интересно и там. Как мы уже знаем, зеленой растительностью на юге острова Туга, но только не в Сиам-парке. Вы попадаете в настоящий тропический лес, посреди которого разбросано хитросплетение водных горок. Чтобы создать такой огромный зеленый оазис, инженеры установили в парке специальное оборудование для опреснения океанской воды. После использования в бассейнах воду перенаправляют для полива этого оазиса. Еще одна изюминка парка – это стилистика, в которой выдержаны все постройки комплекса. Тайская тематика прослеживается здесь буквально повсюду. Остроконечные крыши, статуи, божества и всевозможные хитрые конструкции, которые вписаны в дизайн водных горок. И это все не просто так. Разрешение на использование стилистики древнего Сиама создатели запросили у самого короля Таиланда, а открывала парк непосредственно его дочь. Поэтому в наши дни Сиам-парк – это самый большой комплекс строений в тайском стиле, созданный за пределами Таиланда.
Горок в парке не очень много, но все они круто отличаются друг от друга и бережно разделены на группы, чтобы вы заранее могли определить, отпускать на них своего ребенка или нет. А для самых маленьких даже вот отдельная зона с лайтовыми развлечениями организована – «Затерянный город». Аттракционы с большими плюшками автоматизированы. Наверх их вытягивает специальный лифт. Ну а на горке с плюшками поменьше уже придется поднимать самим. Лично мне больше всего понравился аттракцион Mai Tai River или «Ленивая река». Очень круто развалиться с дочкой на небольшой плюшке и медленно рассекать на волнах, петляя по прекрасному зеленому оазису. Но чтобы вы не совсем уснули, в процессе путешествия организаторы приготовили для вас небольшой сюрприз. В конце пути хитрый лифт затянет вас на небольшую горку, откуда, преодолев невысокие, но достаточно увлекательные пороги, вашу плюшку выбросит в бассейн, кишащий настоящими акулами. И должна признать, что это достаточно крутая комбинация эмоций, которые переживаешь, проехавшись всего лишь на одном лайтовом аттракционе. Второе место в моем топ-списке заняли водные бассейны Сиама, и их тут найдется аж 2 штуки. Гордостью парка стал внушительный бассейн «Дворец волн» вместимостью до 1200 человек одновременно. Вокруг найдутся лежаки и пляж с белоснежным песочком. Но главная изюминка не в пляже, а в огромной волне, достигающей 3 метров. И если в океане волны, как правило, отпугивают туристов, то эти, наоборот, вызывают бурю радостных эмоций. Второй бассейн – Коко-Бич. Зона для детей и релакса. Здесь также есть волны и белый песочек. Вокруг также расставлены шезлонги и ресторанчики. Но вот только волны здесь значительно поменьше и позволяют насладиться нежным ласковым прибоем, которого, как правило, так не хватает на берегу океана. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть про главную фишку комплекса – башню силы. Если вы любите адреналин, то вы никак не можете пропустить эту горку. Поднявшись на высоту 28 метров, вас ждет почти полностью вертикальный спуск вниз, спустившись с которого со скоростью 80 км в час, гравитация швырнет вас все к тем же кровожадным акулам. Правда, пролетая через бассейн на той скорости, вы вряд ли что-то успеете запомнить. Для созерцания рыбок и скатов все же лучше повторить рандеву по медленной реке, а вот башню использовать именно для адреналина. В общем, горки здесь действительно крутые, а потому дико популярны среди туристов. Если не желаете стоять в очередях, то лучше приезжайте к парку еще до открытия. Ну или, как вариант, приобретайте дополнительно Fast Pass. Отдельная дорожка позволит добраться ко всем горкам без очередей. Ну а мне пора заканчивать вояж по южному побережью и отправиться дальше на запад острова, к великолепному горному массиву Тено. Там мы посмотрим на полукилометровые скалы, встретим дельфинов и китов, протестируем натуральные бассейны, отправимся на Марс и, конечно же, покорим вулкан. Но обо всем этом вы узнаете уже в следующем видео. А пока не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить выход второй части про путешествие по Тенерифе. Увидимся!